Вот когда наши люди будут разделять, что должностные лица, депутаты, члены исполкома должны служить общественным интересам, а не обслуживать чьи-то интересы, вот тогда у нас ситуация поменяется. И людям надо объяснять, разъяснять, что вот этот человек, вот эти люди, вот эти товарищи, они не служат интересам, а они обслуживают чьи-то интересы. Вот тогда ситуация поменяется. Люди, к большому сожалению, добросовестно были введены в заблуждение. Некоторыми даже теми людьми, которые находятся у власти. И на сегодняшний день практически никто не объясняет, не разъясняет и так далее. Давайте определимся так. Я думаю, что отрезвление придет, и отрезвление потихонечку приходит. Между прочим, некоторые граждане уже сожалели то, что имели связи с этой организацией. Да. Некоторые сожалели, некоторые граждане будут осознавать в ближайшее время, что это не есть хорошо. И самое главное, очень многие граждане, я думаю, что будут осознавать, что Гагаузию определенные товарищи превратили в качестве бесплатного приложения для одной партии, для одной группировки. Давайте определимся так. Если Гагаузия это автономное территориальное образование, то мы рассматриваем Гагаузию как автономное территориальное образование, а не как бесплатное приложение определенной партии, определенной группировки. Если мы хотим сегодня выступать от имени Гагаузии, мы выступаем не от имени какой-то партии, не от имени группировки и не благодаря какому-то товарищу, а именно благодаря гагаузскому народу. И самое главное, хочу подчеркнуть, носителем статуса автономии является народ Гагаузии. Вот когда народ будет осознавать, что именно власть Гагаузии принадлежит им, а не Шору или там Шансу или там каким-то другим группировкам, то, естественно, ситуация поменяется.